С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я очень рада видеть вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 5 ноября, четверг, и сегодня день распространения информации о проблеме цунами. А в нашей стране отмечается, на мой взгляд, самый романтичный, но в то же время самый опасный праздник – День военного. Нельзя не упомянуть, что в этот день открылся первый в России планетарий. Там же масса составляет 540 метров, а это на 300 метров выше, чем наши. И происходит что-то любопытное, интересное, значимое. Пишите нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно все озвучим. Ну а пока вы пишете, давайте обратимся к синоптикам и узнаем, какую погоду они нам сегодня обещают. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила -9. Днем воздух прогреется до 19 градусов, а в некоторых местах будет -9. В южных Улусах -13, -18. Это утренняя температура, а днем будет совсем тепло, -9, -7 градусов. В Вилюйской группе Улусов -11, -14. Это утренняя температура, а дневная -8, -11. В Нижнеленских Улусах в 6 часов -13, а днем ожидается -6, -10. В Колымо-Дигирских Улусах, как всегда, температура колеблется. В 6 часов утра температура там составила -10, -30. И днем ожидается почти такая же температура, -9, -21 градус. То есть повысится на 1 градус. В Вянских Улусах -16, -27. Это утренняя температура, а дневная -18, -27. На северо-западе -11, -25 утром было. И днем ждите -11, -18. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -16 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, и днем ожидается -11, -13 градусов. Ну а сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся в этой студии через несколько мгновений. Не переключайтесь. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства уже со следующей недели. Об этом сообщили в Минздраве. Ранее в ведомстве совместно с региональными властями и медиками определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов. Норматив более 7800 рублей на пациента. Минздрав, кроме того, рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные ковид-центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна. Через облачную поликлинику в Якутии провели более 20 тысяч онлайн-консультаций. Проект Минздрава Якутии, запущенный этим летом, дает возможность осуществить медицинские услуги в режиме онлайн. Основным преимуществом электронной записи является отправка заявки через удобные сервисы, не выходя из дома. В период пандемии и сезонных заболеваний особо актуальными являются сервисы «Вызов врача на дом». Также оформить заявку на первичный вызов из прикрепленной поликлиники можно по телефону колл-центра поликлиники и мобильном приложении «Медсеть», которое можно загрузить в магазинах приложений App Store и Play Market. А также можно обратиться через сервис «Облачная поликлиника», которая стала весьма популярным среди населения. Новая партия соболей прибыла в Покровское зверохозяйство в Хангаласском районе. Год назад из Иркутской области уже завезли 300 особей породы Салтыковская-1. Пушные зверьки пережили якутскую зиму довольно тяжело, но без значительных потерь. Нынче соболей привезли из Татарстана в количестве 325 особей, 250 самок и 75 самцов. Возраст зверьков 7-8 месяцев. Ну, их привезли первого числа с Татарстана, когда привезли, у них там +3 градуса было, а к нам уже -35 было. Поэтому стресс у них большой, но привыкают. Мы тут... Так, сейчас пока мы кормим один раз,
Потом вот когда войдем, и мы их двухразово переведем, потому что их надо 2 раза кормить. В них входит там зерновые, рыба, купаж мясной, еще мы добавляем мясо им. Вот именно вот этим саваля. Якутское постпредство объявило о межрегиональном конкурсе «Бренд Якутии. Дальний Восток». Предполагаемыми участниками будут предприятия, реализующие товары и услуги за пределами республики в Дальневосточном федеральном округе. В том числе это финансовые организации, предприятия логистики и транспорта, проектные и строительные организации, туристические компании и другие. Победителей наградят дипломами и ценными призами 18 декабря. Информация о конкурсе размещена на сайте постпредства. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 5 ноября, четверг, на часах уже 07:07. Температура сегодня днем в Якутске ожидается минус 13 градусов. Что ж, погода, тем не менее, скажем, днем все крепчает и крепчает в Якутии, а ведь некоторые якутяне до пандемии в холодное время года уезжали в теплые края, например, в Таиланд, ведь там круглый год лето. Кстати, в стране улыбок недавно промелькнула новость, как один ее житель потерял кота. Питомец ушел из дома на 3 дня и пропал. А вернулся кот с новым аксессуаром, которого раньше не было. Это ошейник с записочкой. Торговка рыбой, представившаяся как тетя Мэй из переулка номер 2, уведомила владельцев животного, что она так жадно присматривалась к ее прилавку, что в итоге получила 3 рыбки. Ниже женщина приписала свой номер телефона. Выходит, что питомец не только прекрасно погулял, но и влез в долги. Правда, осталось неизвестным, расплатился ли хозяин за своего питомца или нет. А между тем, на днях в потолке церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене было обнаружено послание потомкам из 1941 года. Авторами письма, спрятанного в спичечном коробке, было 4 строителей, занимавшихся отделкой церкви. Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью. Мы пережили 2 войны, мы работаем голодными, указано в послании. Также работники дали практичный совет потомкам на случай войны. Они рекомендовали запасаться такими продуктами, как рис, кофе, мука, табак и пшеница. Наслаждайтесь жизнью в полной мере и вовремя найдите жену, написали рабочие 21 июля 1941 года. А в Австралии запустили рейс в никуда. Самолет с пассажирами взлетел и приземлился через 7 часов на одном и том же аэродроме в Сиднее. Авиакомпания организовала этот рейс специально для тех, кто соскучился по полетам, но из-за пандемии пока не может путешествовать. Самолет пролетел над самыми красивыми местами в Австралии, такими как крупнейший в мире коралловый большой барьерный риф, Красная гора Улуру и знаменитый порт Сидней. Билеты на рейс в никуда были распроданы буквально за 10 минут, и их цена начиналась от $700. Вот такие любопытные новости. Ну а сейчас давайте погрузимся в мир эзотерики и узнаем, какими вестями нас порадуют астрологи. Овен. Сегодня Овен может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода. Он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Телец. Следите за своими словами и действиями сегодня особенно, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации. Близнецы. Сегодняшний день будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах. Рак. Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым. Лев. Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всеми проблемами, что к вам может выстроиться длиннющий хвост, жаждущих вашей помощи. Дева.
Вы в своем воображении создали некую идеализированную картину вашего партнера, но, очевидно, с этой задачей он не справляется. Откройте глаза. Весы. Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне. Скорпион. Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению. Все сложится так, как и должно быть. Стрелец. Дела, за которые стрелец сегодня возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Козерог. Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно самого себя. Иных препятствий быть не должно. Водолей. Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например. Рыбы. Сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорее закончился. Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день». Сегодня у нас 5 ноября, четверг. И пока коронавирус шагает по планете, мы сидим в режиме самоизоляции. И пока неизвестно, когда этот режим закончится. Но не тратьте это время зря. Начните дела, которые вы раньше откладывали. Например, наконец займитесь спортом. Берите пример с моей коллеги Светланы Трофимовой и ее дочери Аделии. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Ну, нет, смотри, какой пока пресс. еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если же пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3 чтения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Как мы знаем, раньше больничный лист назначал и оплачивал работодатель. Но с этого года все изменение страховых выплат застрахованным гражданам Фонда социального страхования в Якутии. Мария Александровна, доброе утро. Доброе утро. Мы вас не слышим. Доброе утро. Доброе утро, Слышно? Мария.
Скажите, вот все работающие граждане привыкли, что с этого года все больничные теперь оплачивает фонд социального страхования. А как насчет справок о выплаченных пособиях? Как это происходит? Соответственно, и справки о полученных пособиях мы выдаем сами. Единственное, дело в том, что мы все справки выдаем только о выплаченных нами пособиях. Справки выдаются в нашем фонде, учитывая, что сейчас ситуация с ограничительными мерами, мы на получение справки. Справка поступит также 15 к кабинетному адресу на следующий день. Граждан старше 65 лет. Категории граждан до 30 ноября. 3 периода. А что за периоды такие? Как они вот Это делятся? первый 30. А работники, кто старше 65 лет, как и раньше, получат пособие в течение одного дня или ситуация изменилась? Ситуация не изменилась. Мы максимально, конечно, стараемся выплатить в течение первого дня. Но дело в том, что законодательство предусматривает не позднее 5 рабочих дней. И учитывая, что сейчас очень большой наплыв, учитывая, что сезонная ОРВИ и количество больничных очень большое, то может быть поступление на второй день. Что ж, огромное спасибо, Мария, за участие в нашей утренней программе, за полезные советы, за интересную информацию. Я напоминаю, что с нами на связи была Мария Савенкова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Фонда социального страхования. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Как часто в момент поцелуя вы задумываетесь, зачем вы это делаете? А ведь поцелуй – это хороший датчик совместимости, ведь по вкусу и по запаху мы можем определить, здоров ли наш партнер или нет, и вообще подходит ли он нам генетически. Кроме этого, целоваться весьма полезно для здоровья и физически, и психологически. Далее тему поцелуев продолжит наш следующий сюжет. Если речь идет о поцелуях, то на ум сразу приходит картина, где два влюбленных человека романтически целуют друг друга. Однако даже в животном мире данный физиологический процесс имеет место быть. Морские коньки на первый взгляд малоподвижны, но так кажется до тех пор, пока не наступит пора брачного танца. В момент знакомства пара морских коньков сплетается хвостами и крутится в водовороте страстей по просторам океана. Слонам очень важны тактильные ощущения. Совместно ныряют, крепко сцепившись друг за друга лапками. А виноградные улитки медлительны только в обычной жизни, до тех пор, пока не наступает момент ухаживания. Если надо, улитки являются гермафродитами, но это не мешает им забавляться любовными играми для продолжения рода. Ну а чемпионом поцелуев без сомнения можно назвать обезьян, а точнее бонобо. Это единственный примат, помимо людей, которому знакомы поцелуи с языком. Помните, что целоваться очень полезно, даже об этом стоматологи в унисон твердят, для ротовой полости это очень полезно. Правда, надо признать, сейчас мы немножко растеряны, как теперь флиртовать, как теперь соблазнять в эпоху COVID-19, но выход есть, можно посылать друг другу воздушные поцелуи. Но результатом поцелуя, несомненно, можно назвать рождение детей. Во всяком случае, один из элементов. Не будем вводить в заблуждение детей, которые, возможно, смотрят нашу передачу. А рождение детей – это повод получения чего, как вы думаете, материнского капитала. Огромная помощь всем россиянам. На эти неплохие выплаты с 2007 года имели право родители 2 и более детей, а с начала этого года мат-капитал положен и за первенца. Более подробно о мат-капитале сегодня нам расскажет Наталья Пестрякова, юрисконсульт Центра «Мои документы». Наталья, доброе утро. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Мы вас слушаем. Очень рада вас видеть в нашей теплой, Начну с того, уютной что... студии. Доброе утро. Доброе утро, да, мы вас видим и слышим. Наталья, мы знаем, что существует такое понятие, как региональный материнский капитал и республиканский материнский капитал «семья». А вот в чем отличие между этими двумя мат-капиталами? Начну с того, что в нашей республике, помимо федерального материнского капитала, предусмотрены социальные меры поддержки семьям с детьми в виде регионального материнского капитала и республиканского материнского капитала «Семья». То есть это две разные вида материнского капитала, право на которое возникает в связи с рождением второго ребенка. Право на региональный материнский капитал возникает в связи с рождением второго ребенка, если ребенок родился с января 2019 года. Да? А если право на республиканский материнский возникает при рождении третьего и последующих детей, начиная с января 2011 года. Хотелось бы отметить, что право на данные меры поддержки возникает, если семья проживает на территории республики не менее 3 лет и также не менее 5 лет для республиканского материнского капитала «Семья». Наталья, скажите, а если вот даты рождения детей совпадают, можно ли получить одновременно два капитала, и региональный, и республиканский, или нет? Вот смотрите, если, допустим, если ребенок родился в 2020 году, да, первый ребенок, то, соответственно, получает региональный материнский капитал. А если второй ребенок родился также, соответственно, сумма получается порядка 616 тысяч рублей. Выходит, что теперь материнский капитал примерно составляет 600 тысяч рублей. Я права или немножко ошибаюсь? Нет, каков размер материнского капитала? Это федеральный, да, это федеральный материнский капитал, да, который в настоящее время составляет 466 тысяч рублей. Это если ребенок родился в 2019 году. Это мы сейчас говорим про федеральный материнский капитал. А если ребенок родился, первый ребенок, да, в 2020 году, соответственно, сумма будет такая же, но она повышается на 150 тысяч рублей, если ребенок Ага, я теперь поняла, Наталья. А куда нужно обращаться вот за материнским капиталом? Да. Куда надо обращаться? Да, можно обратиться в Центр «Мои документы» с документами, да, соответствующими. Либо в настоящее время есть возможность подать электронное заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг Якутия. Ну, соответственно, для этого нужно быть подтвержденным пользователем госуслуг. А какие документы необходимо приложить вот для получения? Ну, это... Свидетельство, наверное, о рождении, да? Да. Свидетельство о рождении ребенка, естественно, паспорт родителя, да, и родовой сертификат. Ну, это главные документы, которые требуются в настоящий момент. А в течение какого времени нужно вот подать эти документы после вот рождения ребеночка? Сразу же, допустим, в первую же неделю, в принципе, или... Нет, да, таких вот временных рамок как таковых нет, так что, в принципе, родитель может обратиться в любой момент. Угу. Так, а давайте напомним нашим телезрителям, на что можно потратить материнский капитал. На образование, я знаю, да? На жилплощадь. Да, на улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья. А также региональный материнский капитал можно потратить на инвалида, да, ну, чтобы внедрить его и как бы пройти социальную адаптацию в общество. Также республиканский материнский капитал «Семья» можно потратить на оказание ребенку медицинской помощи, либо на санаторно-курортное лечение.
а также можно приобрести транспортные средства, либо направить на на личное подсобное хозяйство. Список увеличился, насколько я слышу. Вот скажите, Наталья, а каким образом можно вот потратить эти деньги? Там есть какие-то временные ограничения? Можно ли в течение, допустим, первых 2 лет вот потратить на, например, семья покупает квартиру или машину? Вот как быстро можно потратить мат-капитал? Ну, вот конкретно, если капитал используется на улучшение жилищных условий, да, можно использовать сразу при рождении ребенка. Что касается покупки транспортного средства, то в этом случае тоже как бы как на федеральный мат-капитал, да, который мы используем только после истечения 3 лет. Вы немножко пропадаете у нас, Наталья, но, в принципе, понятна мысль. Огромное спасибо за интересную информацию, за полезную информацию. Я думаю, что она была весьма важна для многих наших телезрителей, для молодых семей. Я напоминаю, что сейчас у нас на связи была Наталья Пестрякова, юрисконсульт Центра «Мои документы», и мы проговорили очень важные моменты по поводу материнского капитала. Друзья, сейчас мы уходим на рекламную паузу, она будет очень короткой, не переключайтесь. Через несколько мгновений мы снова с вами встретимся в этой студии. Ну и не забывайте, что наш WhatsApp номер всегда для вас открыт, 8 914 279 2262. Обязательно пишите нам об этом. Кстати, недавно в Инстаграме среди своих немногочисленных подписчиков я провела такой опрос в эпоху пандемии, да, каким пальцем, если вы не в перчатках, или чем вы нажимаете кнопку лифта или домофон, вот как открываете. Пишите нам об этом, потому что, например, мои подписчики давали очень интересные варианты ответов. Может быть, у вас тоже есть замечательные варианты. Пишите на WhatsApp номер 8 914 279 2262. Сейчас реклама, увидимся через несколько мгновений. Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 5 ноября, четверг. Это для тех, кто забыл, какое сегодня число. И на днях были рассмотрены промежуточные итоги научных исследований экологического состояния реки Вилюй и состояния здоровья населения, которое проживает в том регионе. И об этих исследованиях нам расскажет Леонид Гагарин, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения. Леонид, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, по какому направлению проводит исследования ваш институт и что уже сделано на данный момент? Наш институт проводит работы
по поиску альтернативных источников водоснабжения в Вилюйской группе улусов. Все вы знаете, что у нас была чрезвычайная ситуация в 2018 году. И вот после этих событий к нам обратилась в институт родовая община, которая проживает в поселке Сельдюкар. Это Садынский наслег Мирнинского района. Вот. В общем-то, этот поселок, он самый первый на себя принял вот это, Удар, да? Да, этот удар. Вот. И, в общем-то, после вот всего этого мы решили, что надо проводить вот исследования, обеспечить людей на случай каких-то вот непредвиденных таких А ситуаций. каковы результаты этого исследования на сегодняшний день? На данном этапе, это, в общем-то, сейчас промежуточные итоги у нас, мы провели рекогносцировочные исследования, изучили фондовые материалы по уже каким-то проведенным ранее работам по поиску подземных вод и так далее. Вот. И по этим результатам мы установили места расположения источников подземных вод, то есть они круглогодично там выходят на дневную поверхность, даже зимой. Мгм. Вот. И провели геофизические исследования, посмотрели строение этого участка, есть там мерзлота, нет мерзлоты, посмотрели обводненные эти участки. И вот в дальнейшем мы планируем пробурить там скважину, изучить режим этих подземных вод, то есть как они себя ведут в течение года. А какова экологическая ситуация вот этих вот подземных вод? Насколько она чистая? Можно ли ее использовать для питья? Да, эти подземные воды относятся к межмерзлотному типу. Это значит, что сверху у них расположен слой мерзлоты. Они относительно защищены сегодня от каких-то поверхностных Ага. загрязнений. Потом идет у нас водоносный горизонт ниже и ниже еще слой мерзлоты. Так сложилось исторически. Вот. Ну, я думаю, не стоит сейчас об этом рассказывать. Но главное, что эти воды имеют очень хорошее качество питьевое. И они являются вот перспективными для водоснабжения. А вот населенных пунктов. вы сказали слово перспектива, да, вот население Вилюйской группы улусов когда уже может вот использовать эту воду вот в быту в своем? В общем-то, Насколько близко оно, вот это все? да, в общем-то, оно и сейчас пользуется водами этих источников, но они берут эту воду с речек, с притоков Вилюя. Вот. Здесь есть определенная опасность, потому что если произойдут опять какие-то чрезвычайные ситуации, то, в общем-то, извлекая воду из поверхностных источников, есть вероятность получить какое-то загрязнение. А вот если мы будем брать, допустим, воду из скважины или иными способами будем коптировать эти источники, то у нас есть гарантии какие-то, что вода будет чистой. А Да. какой выход? Все-таки из скважины нужно, да? Ну, мы работаем сейчас над этим вопросом, вот считаем, какой способ лучше. Но исследования ваши продолжаются. Как повлияла пандемия на ход работы? Как вы нашли выход из этой ситуации? Да, действительно, у нас были некоторые сложности, связанные с проездом до места проведения работ, ну, собственно, вот в поселок Сельдюкар. Когда началась первая волна пандемии, мы очень долго проводили переговоры, в общем-то, как мы, собственно, можем туда попасть, потому что поселок хотел изолироваться, закрыться, но работы нам необходимо провести вот именно в это время, потому что если мы приедем позже, то нам придется следующего года зимы опять ждать. Вот. Ну, естественно, мы договорились, что мы ни с кем не контактируем, приедем в поселок, отберем пробы воды и, собственно, уедем. Вот на этом. И далее, когда мы приехали вот второй раз уже летом, нам вот очень помогла администрация поселка, я выражаю им просто огромную благодарность. Вот, они нам помогли, во-первых, ну, обустроиться там и помогли, подсказали, как можно проехать в том или ином направлении. Вот, и мы провели наши работы полевые. Леонид, а успешно. какие планы у вас стоят на сегодняшний день, вот, кроме как поехать в этот поселок, в это село? Какие еще планы в вашем исследовании, у вашего института? Да, ну, проект у нас связан не только с поселком Сельдюкар. Вообще мы рассматриваем всю Вилюйскую группу улусов, потому что воздействие будет, если опять что-то случится, то, в общем-то, все, кто живет вдоль реки Вилюй. И известны также другие источники водоснабжения. Вот, например, есть известные тукуланы, это песчаные развиваемые массивы, в которых содержатся тоже межмерзлотные воды, ну и там других типов.
Вот, они тоже очень пригодные и перспективные для питьевого водоснабжения. Вот мы их тоже рассматриваем. Интересная очень эта новость. Что ж, огромное спасибо, Леонид, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи и хорошего настроения в течение всего дня. Дорогие друзья, сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы увидимся с вами через несколько мгновений. Не переключайтесь. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства уже со следующей недели. Об этом сообщили в Минздраве. Ранее в ведомстве совместно с региональными властями и медиками определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов. Норматив более 7800 рублей на пациента. Минздрав, кроме того, рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные ковид-центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна. Через облачную поликлинику в Якутии провели более 20 тысяч онлайн-консультаций. Проект Минздрава Якутии, запущенный этим летом, дает возможность осуществить медицинские услуги в режиме онлайн. Основным преимуществом электронной записи является отправка заявки через удобные сервисы, не выходя из дома. В период пандемии и сезонных заболеваний особо актуальными являются сервисы «Вызов врача на дом». Также оформить заявку на первичный вызов из прикрепленной поликлиники можно по телефону колл-центра поликлиники и мобильном приложении «Медсеть», которое можно загрузить в магазинах приложений App Store и Play Market. А также можно обратиться через сервис «Облачная поликлиника», которая стала весьма популярным среди населения. Новая партия соболей прибыла в Покровское зверохозяйство в Хангаласском районе. Год назад из Иркутской области уже завезли 300 особей породы Салтыковская-1. Пушные зверьки пережили якутскую зиму довольно тяжело, но без значительных потерь. Нынче соболей привезли из Татарстана в количестве 325 особей, 250 самок и 75 самцов. Возраст зверьков 7-8 месяцев. Первый приплод ожидается только через 2 года. Специально для новой партии построили 2 шеда, каждый вместимостью до 240 голов. Ну, их перевезли 1 числа с Татарстана. Когда перевезли, у них там плюс 3 градуса было. А к нам уже минус 35 было. Поэтому стресс у них большой, но привыкают. Мы тут... Так, сейчас пока мы кормим 1 раз. Потом вот когда войдем, и мы их двухразово переведем. Потому что их надо 2 раза кормить. В них входит там зерновые, рыба, купаж мясной, еще мы добавляем мясо им. Вот именно вот этим соболям. Якутское постпредство объявило о межрегиональном конкурсе «Бренд Якутии. Дальний Восток». Предполагаемыми участниками будут предприятия, реализующие товары и услуги за пределами республики в Дальневосточном федеральном округе. В том числе это финансовые организации, предприятия логистики и транспорта, проектные и строительные организации, туристические компании и другие. Победителей наградят дипломами и ценными призами 18 декабря. Информация о конкурсе размещена на сайте постпредства. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Друзья, каким пальцем, если вы не в перчатках, или чем вы нажимаете кнопку лифта? Вот такой опрос сегодняшнего утра. И у нас есть несколько вариантов. Телезрители пишут, что нажимает кнопки лифта ключом от квартиры. Те, кто курит зажигалкой, а потом, наверное, можно сразу же там продезинфицировать, когда огонь там включаешь. Но многие пишут, что локтем или вот тыльной стороной вот ладошки. А тут еще фотографию отправил один абонент с последними цифрами 7213, что нажимает кнопку лифта вот пальцем вот так вот согнутый. Действительно очень интересные варианты. Друзья, но мы продолжаем наш эфир и спешим напомнить, что вчера, 4 ноября, состоялась премьера долгожданного фильма Никиты Ржакова «Тыгын-Дархан». Первые зрители уже смогли оценить киноэпопею по произведению Василия Яковлева «Даллана». Теперь настала ваша очередь, но не забывайте про маски.
Кинотеатр «Лена» приглашает на показ исторического фильма «Тыгын-Дархан». Картину о жизни народа Саха на рубеже 16-17 веков до прихода русских на якутские земли. Главный герой – один из прародителей якутского народа, персонаж многочисленных легенд, который объединил различные племена и кланы. Земли народа Саха страдают от междоусобиц. Тыгын-Дархан, глава хангаласского рода, следует завету своего отца – объединить разрозненный народ, установить Великий Союз. Но не все предводители согласны делить свою власть. Не все готовы поверить в чистоту его помыслов. В результате коварных провокаций и предательств над долиной Туймада просыпается дух войны. Хоругум толар күннә хәбит боллагына, кыра сыйгалар умнуллуқтара, кенчары чаддаганы минаппын, өтөт алынған өйдіруға. Напомним, съемки самого масштабного якутского фильма шли на протяжении 2 лет. Участвовали в них 10 тысяч человек. Что нужно знать о ведьмах? Также в кинотеатре «Лена» продолжается показ семейного фэнтези «Ведьмы». Демоны в человеческом обличии. Это история о том, как научиться распознавать ведьм среди людей и почему детям стоит их опасаться. И вот что самое главное. Ведьмы ненавидят детей. Если снять с них парики и эффектные перчатки до локтя, зрелище нас ждет жуткое. Когти вместо рук, квадратные ступни, крупные ноздри и лысые головы под париками. И мы вытравим этих малышей. В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городе отираются ведьмы, которые не прочь превратить ее внука в какое-нибудь животное. Поэтому решает спрятаться в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Бабуля думала, что там они встретят только скучающих богатых постояльцев. Но именно в этом отеле решает устроить тайный шабаш величайшая и самая главная ведьма. Неважно, кто ты или как ты выглядишь, пока кто-то любит тебя. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем делиться с вами доброй и бодрой информацией. Так, недавно были подведены итоги уникального проекта «Детские секреты столицы». Что это за проект и что за детские секреты? Об этом нам расскажет Ирина Андреевская, член президиума общественной организации «Лига женщин города Якутска», соруководитель проекта «Детские секреты столицы». Ирина Валерьевна, доброе утро! Доброе утро! Очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, что за проект такой «Детские секреты столицы»? Проект «Детские секреты столицы». Это по нравственно-патриотическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста. И вот в рамках этого большого проекта в этом году мы провели семейную интерактивную олимпиаду посредством образовательной технологии веб-квест в формате квест-игры.
Ой, как Для интересно. этого был создан веб-сайт, подготовлен кейс-материал об истории города и его достопримечательностях. А какова цель, получается, этого проекта? Организация проведения в этом году именно этой Олимпиады. И кто автор этого проекта? Мне приятно сегодня озвучить. Вы знаете, идейным вдохновителем у нас является Елена Юрьевна Гончарова, заведующая детского сада номер 27. Здорово. А как вообще реализовывался этот проект? Кто в нем участвовал? Вы знаете, проект проходил в 3 этапа. Первый этап с 5 по 15 октября этого года наши участники отвечали на вопросы, которые подготовили организаторы. С 16 по 20 октября дети уже погрузились в саму Олимпиаду. И вот наконец-то завершился долгожданный 3-й наш этап. Он проходил с 21 по 26 октября, где дети и представили вот эти замечательные свои видеоролики и делились своими секретами. Ирина Валерьевна, вот вы говорите Олимпиада, то есть, получается, ребятам задавали какие-то вопросы. Вообще, что нужно было делать малышам, чтобы принять участие в этом проекте? Конечно. Прежде всего, родители подавали, заявку. Это первое. Второе. На веб-сайте была вся информация по истории города и его достопримечательностям. И дети вместе с родителями изучали. И только потом, на 2-м этапе, отвечали на вопросы. Ага. А вот в видеороликах что вот они рассказывали? О каких-то своих любимых местах или что вот? Да, это очень интересные. Они настолько веселые, жизнерадостные, трогательные до слез. Некоторые ребята делились своими... Поделиться немножечко сегодня, Ирина Валерьевна, каковы итоги на сегодняшний день? Именно сегодня, 5 ноября, мы объявляем итоги. На нашем веб-сайте «Детские секреты столицы», на сайтах муниципальные сады города Якутска, на сайтах 3 садов, 5-го сада «Радуга», 27-го сада «Кораблик», 102-го сада «Подснежник» появятся, а также в инстаграм-странице Лиги женщин появятся долгожданные результаты. И мы озвучим победителей, призеров, номинантов. Вы сохраняете интригу. Ладно, обязательно посмотрим. А кто оценивал работы ребят? Кто входил в члены жюри? Вы знаете, прежде всего, конечно, это представители общественной организации Лиги женщин. Далее исторический парк, «Моя родина Россия». Среди организаторов, конечно, из числа детских садов. А какова перспектива этого проекта, как вы думаете? Мы уже 21 год знаем о том, что вновь в столице появятся детские секреты в новом формате. Скорее всего, это будет новая образовательная какая-то технология, потому что есть команда единомышленников. Есть люди, которые хотят творить для наших детей. Есть отзывы родителей, которые говорят о том, что понравилась Олимпиада. Если можно, продолжайте. И мы готовы. В 2021 году детские секретики будут вновь. Что ж, огромное спасибо, Ирина Валерьевна, за позитив, который вы нам сегодня с утра подарили. Я вам желаю удачи и отличного настроения в течение всего дня. И напоминаю, что сейчас у нас на связи была Ирина Андреевская, руководитель проекта «Детские секреты столицы». Сейчас реклама, друзья.
Dostuma, dostuma, Tusta duran dostuma, dostuma, Kim etti soğa tosuldun sütü yengen Öye bile soğuyga kalendin Kim etti bir bahılırdın Hayalara etti Kim etti ken kongoldan solga Ata soğa taktama tartarana baranar yazılıyor Sımıyor Tulan Kim etti soğa tosuldun sütü yengen Tosuldun sütü yengen Sütü yengen Sımıyor Tulan turan Tuspa turan dostuma Dostuma Tuspa turan dostuma Dostuma Minettim, seherkes kätes serettim Serkestes atas serge Serdeh solu sastın Sarbah kolu käy yör virge Sittakkay tenge Kel sırdı gegere bir sitimge Kim dağarda kalçalak bu erkinge Oy kur bir kekere illa hirke Kergin iste kaydergin menik И художники тоже относятся к культуре. Да,